Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумага достар, здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Продолжаем передачу под названием «Обсудим с Русланом», где мы будем обсуждать последние новости этой недели. Кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, помогайте распространять это видео. Давайте вместе обсуждать то, что произошло, на мой взгляд, важного в Республике Башкортостан. Итак, первое, что я хотел бы обсудить, и я считаю наиболее важной новостью, это продолжающиеся репрессии по отношению к жителям Республики Башкортостан, в большей степени по отношению к башкирскому народу, которые произошли на этой неделе. Здесь репрессии сейчас начались против, скажем так, защитников хребта Карактау, против экозащитников. Краткая предыстория, кто не знает. У нас в Республике Башкортостан, в Абзелиловском районе, есть хребет Карактау. Проходят Уральские горы, среди которых есть хребет Карактау. Красивейшее место, рядом расположены красивейшие озера, реки, леса и так далее. В общем, курортная зона. Так вот, там, в недрах гор, в недрах хребта Карактау, есть медь. Нашли медь, и русская медная компания, которую возглавляет русский фашист Алтушкин, положили глаз на эту медь, получили лицензию и захотели разработать. Дело еще началось в 2020 году. Но тогда, на фоне победы жителей Республики Башкортостан в защите Шихана Куштау, жители Абзелиловского района, жители Зауралья поднялись вместе и не дали в разработку хребет Карактау. И на фоне тех побед, которые произошли в Республике Башкортостан, как я сказал, в защите Шихана Куштау, на фоне всеобщего подъема общественности Республики Башкортостан, русская медная компания тогда не стала, скажем так, обострять и ушла, забрав с собой технику. Прошло 5 лет. За эти 5 лет много что изменилось в республике, да и вообще в стране. Началась война, начались репрессии по отношению к гражданскому населению Республики Башкортостан, в том числе и вообще в других регионах России. Сейчас максимально идут репрессии. Посадили очень много людей, запугали народ. Так вот, русская медная компания, видимо, посчитала, что наступил благоприятный момент и вновь решила приступить к разработке. Ее дочернее предприятие ООО «Салаватское» получило лицензию на разработку хребта Карактау, и сейчас сперва они попытались разговаривать с местными жителями, пытаясь убедить их, пытаясь обещать им там золотые горы, что вы будете получать, что вы будете работать, местное население, на этом горно-обогатительном комбинате, который они собираются построить на хребте Карактау, что вы там будете получать зарплаты по 50-60 тысяч рублей, что у вас там будут вместо соломенных крыш железные крыши. Это дословные слова этих людей. Но жители не хотят никакого строительства, не хотят никакой разработки, им не нужны деньги этих людей. Они говорят, что просто оставьте нам природу, оставьте нам чистый воздух, чистые реки, мы хотим здесь просто жить без вашего горно-обогатительного комбината. Тогда в дело вмешалась башкирская власть во главе с Хабировым, которые подключили известных блогеров, известных артистов различных, в общем, тех людей, которым 100 тысяч за клип в поддержку русской медной компании, в поддержку разработки хребта Карактау заплатили. И они начали убеждать, пытаться население, что ничего страшного не происходит, что там достанут все аккуратно, никакая природа не пострадает, что нужны инвестиции в Абзелиловский район. И тоже местные жители не вняли этим обещаниям, этим уговорам. Точно так же остались при своем мнении, что никакой разработки им не нужно. И все. Дальше пошли репрессии. Итак, 5 июня на этой неделе рано утром ОМОН, Росгвардия начали врываться в дома наиболее активных защитников хребта Карактау, начали проводить обыски, изымать аудио и оргтехнику и начали людей увозить на профилактические беседы. Побеседовав с ними, потом отпустили. Но давайте рассуждать. Обыски проходят при
уголовном деле. Когда есть уголовное дело, когда есть подозреваемый, тогда у людей начинают проводиться обыски. На это выписывается ордер от судьи. Либо могут проходить обыски у свидетелей, которые проходят по данному уголовному делу. Есть ли уголовное дело сейчас в деле противостояния местных жителей против разработки хребта Кархтау? Нету. Такого уголовного дела нету. Тогда какое имеют право проводить вот эти вот силовики обыски? Какое имеют право? Никакого абсолютно. Это совершеннейший беспредел. Людей запугивают тем самым. И тем самым давят на всю оставшуюся общественность, на всех оставшихся местных жителей, показывая, что вот что с вами будет, если вы будете продолжать защищать хребет Кархтау, будете защищать свою природу, свой чистый воздух, свою чистую питьевую воду. Помимо этого, то, что вот людей увозили на профилактические якобы беседы, было заведено уже действительно реальное одно уголовное дело на блогера Урала Байбулатова. Ему вменили 207 статью, .1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется «Публичное распространение заведомо ложной информации, которая представляет угрозу жизни и безопасности граждан». В уголовном деле фигурирует, что Урал Байбулатов в апреле этого года разместил пост в своем телеграм-канале, где говорил о том, что, по словам местных жителей, возле хребта Кархтау есть захоронение ядерных отходов. Также он написал о том, что возле села Буранбаево, это тоже находится рядом с хребтом Кархтау, рядом с тем местом, где собирается вестись разработка, якобы когда-то были захоронения скота, который погиб от сибирской язвы. Вот за это на него завели уголовное дело. Самое главное здесь, что надо здесь добавить, что уголовное дело заведено по группе лиц по предварительному сговору. Это значит, что помимо Урала Байбулатова в это уголовное дело могут теперь включить любых людей, которых они посчитают также виновными якобы, а просто опасными, да, для себя. Сам Урал Байбулатов, я с ним знаком лично, и у нас, конечно же, с ним были непростые отношения. Он очень много критиковал меня, осуждал, что я уехал, говорил, что якобы я там подставляю людей. Очень много писал негатива про Фаиля Алсынова, что вот он там в тюрьме не ведет воровской образ жизни, не блатует. Много что, в общем, нехорошего. И мы помним, да, как он обвинял друзей Фаиля Алсынова в том, что те якобы вывели людей на баймакские события и подставили их. Вот то же самое сейчас можно, конечно же, сказать и про Урала Байбулатова, да, что вот он своим вот этим видео и заведением уголовного дела может подставить огромное количество, и, возможно, уже подставил, и вот эти обыски, и вот это давление на людей, что он подставил огромное количество людей. Но зачем это говорить, да? Ясно, что это же что власти, они просто используют любые возможности, любые моменты, чтобы надавить на население. Любой здравомыслящий человек не будет предъявлять такого Уралу Байбулатову. Потому что все прекрасно понимают, что работает целая система подавления и запугивания граждан. И Урал Байбулатов здесь, конечно же, ни при чем. И уголовное дело — это полностью сфальсифицированное уголовное дело, что это политическое дело. Власть так расправляется со всеми, кто мешает им в этой разработке хребта Кархтау. Как я сказал, можно было бы вот это все предъявить Уралу Байбулатову, что он подставляет людей. Но мы не будем этого делать. Мы прекрасно понимаем, что Урал Байбулатов здесь не виноват. И надеюсь, что сейчас, когда получив против себя такие репрессии, Урал Байбулатов задумается над тем, как он очернял людей, которые сейчас сидят. Все-таки нужно понимать, наверное, да, когда система работает, и когда человек сознательно ведет людей на гибель или там на какой-то условный там срок. Вот. Также многие общественники на сегодняшний момент, которые до этого выступали в защиту хребта Кархтау,
известные общественники, как я сказал, такие, ну, допустим, как там Сагит Исмагилов, там Бурамбай Аскаров, сейчас все, уже не выступают, молчат после того, как арестовали Урала Байбулатова. Но его не арестовали, его, да, я так понимаю, что он сейчас находится на свободе, ему просто запретили пользоваться, выходить в интернет, пользоваться там связью в течение 2 месяцев. Вот. Но я надеюсь, что он все-таки услышит мои слова и осознает, что вот он действительно ошибался, когда выступал против своих же башкир, своих же общественных деятелей, которые точно так же защищали природу. И система может подставить кого угодно, арестовать кого угодно, осудить кого угодно за то, чего они не делали. Также к этой теме можно добавить и то, что знаменитое баймакское дело, которое сейчас продолжает идти, и судят 10 человек, якобы организаторов по этому баймакскому делу. У них буквально недавно был суд по продлению их ареста, да, вот, и они на этом суде, суд был онлайн, они развернули плакаты, где выступили в защиту хребта Карктау. Это говорит о том, что люди, даже находясь в заключении, не сломались и считают своим долгом выступать против уничтожения башкирской природы. Честь и слава нашим ребятам, которые сейчас находятся в заключении и подвергаются репрессиям со стороны этого путинского режима. Следующая новость, которую я хотел бы с вами обсудить, это то, что Ради Хабиров, глава Республики Башкортостан, на своем заседании с министрами, которое проходит у него еженедельно по понедельникам, заявил о том, что памятник Салавата Юлаева скоро будет демонтироваться. Он будет проходить в 2 этапа. Первый этап, что до 30 июня всю площадь закроют полностью и будут подготавливать к демонтажу памятника. Сам памятник Салавата Юлаева в октябре этого года снимут и увезут в один из цехов города Уфы. И вернут его только через 2 года, в 2027 году, тоже в октябре месяце. Верю ли я, что памятник вернут обратно, отреставрированный? Если честно, то нет, не верю. И этому есть свои причины и есть факты. Причины, почему я не верю. Потому что на сегодняшний момент режим этот, путинский режим, диктаторский режим, и эта империя, вся их идеология заточена на то, чтобы подавить любое национальное самосознание народов, коренных народов, и уничтожить, исторически уничтожить, отправить в забвение их национальных героев, которые боролись за права своего народа, за свободу своего народа, против режима, центрального режима, против империи, против Советского Союза, против Российской Федерации сегодняшней. Конечно же, такие герои, которые вдохновляют молодых людей, в нашем случае это молодых башкир, конечно, такие герои им не нужны. И они будут их постепенно стараться убирать из истории башкирского народа, убирать любое, что напоминает о них. И тому яркий пример, допустим, это история с Заки Валиди. Заки Валиди – это великий башкирский национальный деятель, герой, человек, который основал Республику Башкортостан, вообще как республику, да, Республика Башкортостан тогда она называлась, в 1917 году, вместе со своими соратниками. Человек, который создал башкирскую армию, которая очень успешно боролась как с белыми, так и с красными. Потом был одним из лидеров басмачества в Центральной Азии против советского режима. Так вот, конечно же, он, как личность, большая личность, мировая личность, который напрямую и на равных разговаривал с Лениным, Сталином, Троцким, с Ататюрком. Конечно же, такая личность не угодна сегодняшнему российскому режиму, и они максимально стараются все о нем уничтожить. Сперва был снят, мы помним, бюст Заки Валиди в Санкт-Петербурге, а Заки Валиди, помимо того, что он был политическим деятелем, он был великим историком, человек, который
пользовался уважением во всем мировом историческом сообществе. И как великому историку, тюркологу великому, ему был поставлен бюст в Санкт-Петербургском университете. Оттуда его демонтировали. Потом, в 2021 году, якобы, вот здесь надо будет, отметить, для реставрации был убран бюст Заки Валиди в городе Сибае. С тех пор прошло 4 года. В 2025 году будет 4 года, как его убрали. Бюст так и не вернули. И не вернут уже. Здесь на реставрация так долго явно не может продолжаться. 4 года, да? То есть здесь на памятник Салавату Юлаеву выделяет 2 года на реставрацию. А тут уже прошло 4 года, и небольшой, на самом деле, бюст Заки Валиди до сих пор не отреставрировали и не вернули. И не вернут, потому что они убирали его не для этого, не для реставрации. Они убирали его, чтобы просто уничтожить память о нем среди башкир, среди жителей города Сибая. Точно так же был убран в свое время бюст Заки Валиди в селе Тимясово, где первой столицы Башкирской республики. Я не знаю, сейчас поставили или нет, но по последним моим данным он так и не стоит. Если поставили, напишите, пожалуйста, в комментариях, вообще стоит он сейчас или нет, вернули ли его на место или нет. Также была демонтирована табличка с именем Ахмед Заки Валиди с библиотеки, которая до сих пор пока еще носит его имя в городе Уфе. Поэтому видно, как сознательно власть расправляется с памятью башкирского деятеля великого. Также есть большие сомнения, что Салават Юлаев останется на месте, что его вернут обратно. Властям не угодны такие люди. Не угодны, еще раз говорю, те люди, которые вдохновляют своим героическим прошлым, своими героическими делами в деле отстаивания прав и интересов и свобод своих народов. Поэтому такие деятели, память о них будет всегда подавляться и заменяться теми, кто защищал эту империю, кто боролся за эту империю, кто подавлял своих же. Ну, например, как генерал Шаймуратов. Вот его, человека, который воевал за эту империю, за Советскую империю, и погиб за нее, вот он для них герой. У меня нет, скажем так, претензий к генералу Шаймуратову, но я считаю, что да, он герой, он защищал тот же самый башкирский народ от фашистов. Здесь нет никаких сомнений, что фашисты напали, и война была тогда оборонительная, справедливая, и человек, который погиб за нее, он, конечно же, герой. Но, еще раз говорю, он воевал за империю, а Заки Валиди воевал за башкирский народ. И Салават Юлаев воевал за башкирский народ. И для нас, конечно же, в первую очередь, герои те, кто воевали за наши свободы, за наши права. Когда нас убивали, когда нас отправляли на каторги, когда у нас отнимали земли, когда нас пытались христианизировать, люди поднимались на восстание. И наших таких героев много. И Аллаха шукр, мы помним этих наших героев. Алдара Исянгильдина, Алдар Батыра, Кусюма Тюликеева, Карахакава, Киндзю Арасланова, Караная Муратова, Батыршу и многих других. Поэтому большие сомнения, что памятник Салавату Юлаев вернется на место. Будут затягивать, будут продлевать сроки, потом вместо него временно поставят какой-нибудь другой памятник того же самого генерала Шаймуратова, скажут временно, но, как мы знаем, нет ничего постояннее, чем временное. Поэтому памятник Салавату Юлаеву будет точно стоять, когда этот режим рухнет и когда у власти будет башкирское национальное правительство. Те люди, которые непосредственно будут работать на благо Республики Башкортостан, на благо жителей Республики Башкортостан. Пока же мы видим, что эта система расправляется с нашими героями, очерняет их постоянно придумывает какие-то небылицы про них. Вот это делает эта система сегодняшняя. Следующая новость, которую я хотел бы с вами обсудить, это то, что в Республике Башкортостан за эту неделю, произошли изменения в некоторых руководящих постах. К нам были присланы
очередные гауляйтеры, очередные надсмотрщики, а именно сменился начальник управления, точнее поставили, да, уже окончательно начальником управления Федеральной службы исполнения наказания Сергея Кудрявцева, начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан. Сергей Кудрявцев, он раньше возглавлял такое же управление в Бурятии, и он встал на место Владислава Дзюбы, которого буквально там несколько месяцев назад арестовали за распространенное преступление среди руководителей, среди начальников, когда они выписывают премии своим подчиненным, а потом часть этих премий заставляют отдавать обратно, либо вообще не отдавать, либо полностью премию забирают себе. Очень много таких попалось. Кстати, вот Вильдан Ярулин, о котором мы говорили в прошлых выпуске новостей, Прочковская, да, вот сейчас вот этот Дзюба, они все попались именно на этом. Так, но мы говорим здесь, конечно же, о том, что сменили вот очередного нам Сергея Кудрявцева, который никогда в Республике Башкортостан не жил. Также сменился и глава МВД Республики Башкортостан. Пришел Александр Воронежский вместо Александра Прядко. Александр Воронежский раньше возглавлял МВД по Свердловской области. Люди, которые вообще не имеют никакого отношения к Республике Башкортостан, люди, которые никакого здесь не родились, не росли, вообще здесь не знакомы с менталитетом башкирского народа, не знакомы с историей башкирского народа. Вот эти люди сюда присылаются, чтобы нами управлять, чтобы дальше продолжать свои репрессии, которые они продолжают по отношению к башкирскому народу, к жителям Республики Башкортостан. Ну, давайте просто... И главное, что среди них нет ни одного башкира. Почему? Потому что они просто не доверяют башкирам на своей же родной земле. Ну, давайте вот просто пройдемся по фамилиям, да. Это глава Следственного комитета, сегодня Владислав Архангельский такой. Глава ФСБ по Республике Башкортостан Игорь Кочнев. Глава прокуратуры Игорь Пантюшин. То есть, где среди них башкиры? Нету среди них башкир никого. Все это люди никак не связаны с Республикой Башкортостан. Все это люди, присланные нам, гауляйтеры, люди, назначенные сверху. И что они делают в Республике Башкортостан? Защищают права и интересы башкирского народа. За последние, при Хабирове, да, при вот этом Манкурте, за последнее время, наоборот, репрессии только усилились многократно. Людей сажали, людей пытали, людей убивали, людей запугивали. Это было, это есть и это будет. Потому что мы сегодня живем в империи, где правит диктаторский режим Путина. И его наместники здесь у нас в Республике Башкортостан проводят его вот этот вот режим через вот эти репрессии, подавляя и уничтожая наши народы. Только когда Республика Башкортостан станет независимым государством, свободным, демократическим, только тогда силовыми структурами Республики Башкортостан, надзорными органами будут управлять свои же местные граждане Республики Башкортостан, вне зависимости от национальности, которые будут работать на благо Республики Башкортостан, на благо ее граждан. Пока же мы находимся в составе этой империи, к нам будут присылать карателей, различных палачей, которые будут убивать, сажать, репрессировать наши народы. По-другому никак. Следующая новость, которую я хотел бы также с вами обсудить, это то, что... Последняя новость, которую я хотел с вами обсудить, это то, что в Республике Башкортостан также Хабиров издал указ, что с 5 июня снизят выплаты, единовременные выплаты контрактникам, которые идут на СВО с 1,6 1 миллиона 600 тысяч до 1 миллиона. То есть на 600 тысяч снизятся выплаты единоразовые. Для меня, если честно, это очень хорошая новость. По двум причинам. Первая причина. То, что, возможно, теперь с уменьшением выплат меньше людей будет участвовать в этой войне.
возможно, вот 1 600 000 их еще привлекало, потому что там помимо этих 1 600 000 там еще какие-то дополнительные будут выплаты, то вот, возможно, вот эта общая сумма их могла привлечь. А сейчас, когда сумма уменьшилась, возможно, многие откажутся. Хотя бы, если даже откажется 10-50 человек, это хорошо. Это хорошо, меньше людей погибнет, меньше людей они убьют в Украине. Это первая причина. Я напомню, что Республика Башкортостан уже практически 2 года стабильно, не падая в рейтинге, занимает первое место по количеству погибших по Российской Федерации. Первое место. На сегодняшний момент в Республике Башкортостан погибло почти 6 тысяч человек, официально признанных. Помимо этого еще есть такая как бы организация, да, «Хочу жить». Ищи своих называется. И там, скажем так, обрабатываются запросы от жителей Российской Федерации, которые ищут своих без вести пропавших родственников на войне в Украине. Так вот, Республика Башкортостан тоже там лидирует. И на сегодняшний момент там что-то более 3000 запросов. Еще раз говорю, это официально. Неофициально, в общем, еще больше погибших. Поэтому, конечно же, если чем меньше людей отправится воевать в Украину, тем лучше. Это первая причина, по которой я рад, что выплаты уменьшились. Вторая причина, это говорит о том, что у Российской Федерации заканчиваются деньги. Естественно, если у Российской Федерации заканчиваются, у центра заканчиваются деньги, то заканчиваются деньги и у республик. Вот буквально год назад специалисты подсчитали, что Россия в день на эту войну тратит $300 миллионов. 300 миллионов долларов. Вы представьте, какая гигантская сумма набегает за месяц, за год, за всю войну. 300 миллионов долларов в день. На эти деньги сколько можно было бы построить, на те деньги, которые ушли на войну, и все, что связано с этой войной. А помимо этого там и восстановление тех территорий, которые они уже захватили и разрушили. Вот эти деньги можно было бы пустить на дороги в Российской Федерации, в районах, регионах, на газификацию, на выплаты зарплат, на поднятие зарплат, поднятие пенсий, на льготы различные, на строительство новых современных поликлиник, на строительство школ, детских садов. Огромные деньги на строительство мостов, которые рушатся на глазах, на замену устаревших труб в системе ЖКХ. Вот можно было бы, если эти деньги пустить на это, на благосостояние граждан, на поднятие их уровня жизни. Но нет, Путин со своими имперскими замашками, имперскими целями, с целью поработить соседний народ, свободный народ украинцев, он пускает эти огромные деньги на войну, просто в трубу, плюс уничтожая как украинский народ, так и российский народ, в том числе и наш башкирский народ. Поэтому, чем быстрее схлопнется экономика этой империи, чем быстрее закончатся деньги на войну, тем быстрее рухнет режим. Я надеюсь, что у башкирского народа, у жителей Республики Башкортостан, как и у остальных других, но я сейчас говорю именно о наших жителях, вот здесь в голове все-таки придет осознание того, что они живут в какой-то ненормальной стране, которая вместо того, чтобы повышать благосостояние своих граждан, давать им свободы, гласность, защищать какие-то демократические ценности, сменяемость власти, чтобы была. Вместо этого идут репрессии, идут запугивания, убийства граждан, идет война самая настоящая, олигархи, которые приближенные к Путину, жируют, а простое население беднеет и нищенствует. Вот когда вот это придет осознание, я надеюсь, что тогда уже следующим этапом придет осознание того, что нам в этой стране больше делать нечего, в этой империи больше делать нечего, что Республика Башкортостан должна жить независимо и отдельно от этой империи, развиваться как демократическое, свободное, независимое государство, где
все, что у нас есть в республике, а у нас много чего есть, будет работать на благосостояние граждан Республики Башкортостан, на благосостояние его жителей. Давайте порадуемся, допустим, за наших братьев-узбеков, то, что они впервые за 35 лет независимости вышли на чемпионат мира по футболу. Прекрасная новость, красота. Мы знаем, что в республике на чемпионате мира по футболу, как и на Олимпийских играх, никогда не будет выступать на сегодня сборная Республики Башкортостан, сборная Бурятии, сборная Чечни, сборная Татарстана. Почему? Потому что мы колония. Мы колония. А вот Республика Узбекистан, которая 35 лет назад была точно такой же колонией, сейчас выступает. И это очень замечательно. И мы, я надеюсь, когда получим независимость, под своим флагом будем выступать на чемпионате мира по футболу, на чемпионате мира по хоккею, на Олимпийских играх. Будем заседать в ООН и защищать свои интересы, а не интересы Москвы. Надеюсь, что у вас в головах это осознание придет. На этом все. До свидания.